Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, а также вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, мои хорошие женщины. И с вами мы посмотрим такую тему. Кто ворвется в вашу жизнь именно этой весной? Что за человек, либо люди? Да, сейчас мы все с вами просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кто ворвется в мою жизнь этой весной? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, о том, что мы можете узнать. Так, интересненько. Очень даже интересненько. Ну, ворвется тот, кто давно по вам скучает, либо тот, кто слезы льет о том, что вас нет рядом. Человеку без вас, ну прям совсем-совсем плохо. Со стороны мужчины вышли слезы. И еще мне показывают, что он трефовой масти. То ли он темненький, то ли он как-то с военным делом связан. Знаете, военное дело, служба, служение, может быть даже как охранное что-то. Форму носит, как служит, службу несет. Такой человек прям ворвется. Слушайте, ему так плохо без вас, вдали от вас. И все, что он делает каждый день, каждый час, каждую минуту, это вот приближение этого момента, когда бы он смог с вами встретиться. Девушки, женщины, здесь явно речь идет о том, кого вы знаете, и тот, кто связан как-то с военной службой, либо в силовых структурах, да, люди работают там, в охранных предприятиях. То есть здесь явно служащий человек, либо темненький. Вот, темненький, так что темненькие глазки, волосики и даже, возможно, смуглый цвет кожи. Потому что прям четко показали трефовая масть у человека. Вот он ворвется. Думает о вас постоянно. Возможно, и вы о нем думаете. Возможно, вы сейчас общаетесь на расстоянии. Да? Вот ждете этого момента, когда вы встретитесь. Вот именно весной и встретитесь. Именно весной. Вижу, что встреча ваша будет переноситься несколько раз. У кого-то один раз, у кого-то прямо и 3 раза будет переноситься. Но все-таки состоится. Прям плохо без вас. Он очень многое понял и о вас, и о себе, и о вашей любви, и о том, зачем вы встретились, кто вы друг для друга. Понял какие-то основные базовые, как принципы в жизни, да, вот к чему нужно стремиться, что важно, что не важно. Человек раньше был другим. Раньше он хотел какой-то яркости, пестрости, развлечений, удовольствий. Какими-то, знаете, эфемерными понятиями он жил. Вот ему казалось, что вот у меня будет много денег, там много девчонок, я буду счастливым. А вот жизнь, знаете, так повернулась, что оказалось, что нет, в этом нет счастья. Счастье — это когда ты любишь и любим. Счастье, когда нежные, заботливые, любимые руки тебя обнимают. Счастье, когда ты с любимым человеком засыпаешь и просыпаешься. Когда есть о чем поговорить и есть о чем помолчать. Вот знаете, вот прям семьи захотелось. Вот чего-то такого тихого, спокойного, семейного. Очень поменялся этот человек. Знаете, вы его, как внешне-то узнаете, да, а вот по разговору, по тональности, по ментальности, по ходу его мысли будет как будто бы совершенно другой человек. Взрослый, серьезный, такой, знаете, как будто бы 2 жизни позади, а может и 3. Да, очень такой с понятиями такими вот честными, справедливыми, семейными. Вот такой идет человек. Очень сильно поменялся.
Знаете, как будто бы заново вам нужно будет его узнавать. А вам это будет в радость. Знаете, такое впечатление, что в нем произошли такие сильные перемены, которых вы хотели, но вы не верили, что это может быть, что люди могут настолько поменяться. Да, он поменялся, очень-очень поменялся. И этот человек вот приближает день вашей встречи, вот как может приближать. Если бы у него были крылья, если бы он мог стать птицей, перевоплотиться в птицу, да, он бы уже давным-давно прилетел. Но видите, как люди не птицы, летать не умеют. К сожалению, придется еще немножко подождать. Будет переноситься, будет назначен день, да, либо он вам пообещает какой-то день, но встреча перенесется. Не по вашей вине, не по его вине, по вине каких-то сложностей, каких-то вот непреодолимых обстоятельств. Но так иногда бывает. Так иногда бывает. Зато встреча будет очень счастливая, очень добрая, очень позитивная. 100%. Так оно и будет. Так, помимо этого мужчины, тут еще один дурачок вышел. Простите, но по-другому сказать не могу. У него шутовской колпак, и поведение у этого человека просто дурацкое. Оно несерьезное, оно такое, знаете, деструктивное поведение идиота, я бы сказала. Этот человек, он тоже вам знаком. Ну, по крайней мере, вы увидели этого человека. Видели, знаете, по имени, да, возможно, даже общались. У кого-то из девчонок отыграется, что это какой-то ваш давнишний бывший, либо мужчина, который пытался быть вашим мужчиной, да, вашим парнем, либо вашим мужем, но вы его вовремя, как говорится, раскусили и послали. Здесь какой-то, как налет от него идет, знаете, как налетит, как коршун на голубку налетит. Мужчина может быть нетрезвый, либо под какими-то веществами, либо, в принципе, в голове у него там полный диссонанс, в общем, поведение просто омерзительное. Нагло может приставать и тащить вас именно в постель, то есть как склонять, к интиму, да, так может быть. Вот мне идет, что место какое-то, знаете, как закрытое, как в помещении, либо у кого-то дома. Может быть, вы у друзей будете находиться, и он туда вот прям влетит, я бы даже сказала. И давай к вам приставать, причем приставать достаточно нагло. Девочки, вы уж там как-нибудь с собой что-нибудь носите в виде там баллончика перцового, если это можно в вашей стране. Либо сами можете вот как-то перчик носить в кулечке, да, если что, ему там прям этим перцем прям в глаза его бесстыжие. Ну, либо какие-нибудь острые, может быть, предметы, да, чтобы сбить этот пыл. Если можно шокер, носите шокер. Вообще не знаю, может, заблокируют меня, конечно, за такие разговоры на YouTube. Я вот вижу, что он попытается вот так в наглую, напором, как, сумасшедший какой-то, вот отчаянный человек, вот прям на вас накинется. Вот идет четко картинка. Коршун на голубку летит. Да? Коршун такой хищный, злобный, агрессивный. И такой вот прям рвать-метать. Так что, девочки, будьте осторожней. И не ходите вы по всяким там адресам, квартирам, местам. Лучше встречаться с друзьями в каких-то открытых публичных местах, где есть правоохранители, где есть много людей. Да? Лучше в таких местах встречаться. Почему-то этот мужик мне прям совсем не нравится. И я, конечно, постараюсь закрыть это предсказание, но все-таки, если вышло, значит, вас предупреждают. Прям очень такой и нехороший, и неприличный, и неприятный. И хорошего чего-то от него ждать не стоит. Предупрежден, значит вооружен. Имейте это в виду. Так, еще. Мне показывает человека, это больше как образ женщины, которая ворвется в вашу жизнь. Очень деятельная и активная. Такая, знаете, трудоголичка. Она в работе, вот ее жизнь — это работа, она себя находит в работе, она себя посвящает работе. Может быть, она больше никаких в жизни интересов не имеет. Вот работа, работа, еще раз работа. Может быть, это ваша родственница, может быть, это совершенно какой-то новый человек. Но она и вас будет к чему-то подталкивать, либо что-то вам предлагать.
Она хорошая, но очень требовательная, либо у нее завышенные ожидания. Вот имейте это в виду. В принципе, отношения с ней сложатся очень хорошо, она прям к вам, ну вот с душой сердца. Мне почему-то кажется, что она ваша родственница, потому что она вас любит, либо полюбит. Да? А может быть, это новая начальница, которая вот прям присмотрится к вам, поймет, что вы напоминаете ей ее же саму в молодости, да, либо там в молодые годы. Такая интересная женщина, очень шабурная, но вот прям на работе и днюет, и ночует. И от вас она этого будет просить, либо даже как-то требовать, либо подводить вас к этому. У нее очень многому можно научиться, очень многому. Она обладает колоссальной базой знаний, умений, всяких лайфхаков, да, советы ее просто бесценные. Не надо с ней ссориться, просто поймите, что это такой человек, какой-то, может быть, старой закалки. Либо, в принципе, вот от природы она такая, да, она себя реализует, находит и живет именно работой. Возьмите от нее лучшее, не ссорьтесь с ней, не ругайтесь. Может быть, где-то нужно там один глаз зажать, там, потерпеть, но получить эти необходимые знания и подружиться с этим уникальным человечком, таким быстрым, шустрым и моторным. Я вижу, что у вас с ней вот как прям дороги сходятся. Вот не просто так вы с ней познакомитесь, не просто так вы с ней время будете проводить, либо вместе работать, сотрудничать. Не просто так. Она ваш мастер, она ваш учитель. Она должна и будет делиться с вами какими-то очень ценными навыками, знаниями, полезной информацией. Это просто бесценное что-то. Его нельзя получить, там, закончив какие-то курсы, либо какой-то вуз. Это практика, наработанная годами. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь серьезно и не надо становиться в позу, если от вас требуют, там, может быть, на работе задержаться, да, либо поработать больше, чем вы привыкли. Поверьте, это все идет вам на благо, в пользу, и, конечно же, в будущем отыграется для вас очень звонкой монетой. Вы эту женщину сначала, вот я вижу, что ругаете за то, что она такая, да, заставляет вас много работать, либо какие-то требования у нее завышенные, но потом в будущем вы будете ее вспоминать самым добрым словом и всегда мысленно будете ее благодарить за то, что она вас чему-то научила, к чему-то подвела, да, либо что-то вам показала вот в плане там, работы, в плане какой-то деятельности. Очень такой славный момент, еще и с правой стороны выходит. Так, еще вижу, что вы кого-то будете искать. Либо сейчас ищете, либо кого-то будете искать. Какой-то человек вам очень-очень нужен будет. Будете птиц отправлять в разные стороны. В разные стороны. Угу. Долго не сможете этого человека найти. Долго. Человек будет такое ощущение, как сквозь землю провалился. Сквозь землю. Здесь все не просто так. Здесь все не просто так. Но ищите, ищите. Я вижу, что ваши поиски все-таки дадут результат. Какие-то вот ниточки, зацепочки вас выведут на этого человека. Но вот сразу предупреждаю, тяжело. Будет тяжело найти. Но найдется. Где-то вот к концу, прям к концу весны он обязательно, либо она обязательно найдется. Причем совсем не там, где вы искали изначально. А у кого-то даже отыграется, что этот человек сам на вас как-то выйдет. Ну, может быть, услышит, узнает, что вы искали, и отзвонится, например, да, либо как-то выйдет к вам навстречу. Это будет. Так, еще в вашу жизнь ворвется. Но здесь скорее как помощник. Помощник, человек, который помогает. Это может быть какой-то знакомый приятель, может быть совершенно новый человек, к которому вы обратитесь за профессиональной помощью. Человек хороший, но здесь есть риск, что этот человек начнет испытывать к вам очень такие неоднозначные романтические чувства. Вы скажете, а что в этом плохого? А я вам скажу, есть плохое. Когда человек на вас будет смотреть такими влюбленными глазами, ждать от вас чего-то, а вы этого дать не можете, да, как-то некомфортно будет вам общаться с этим человеком. У вас здесь все начнется как-то на позитиве, весело, в дружеской колее, а потом вы начнете ловить себя на мысли о том, что этот человек вас тяготит. Вот его какие-то слова, какие-то взгляды,
да, какие-то странные прикосновения, либо как-то близко к вам будет подходить, вы скажете: не-не-не, стоп, я так не играю, да, так мне не подходит. Обижать этого человека не рекомендуется. Человек неплохой, но очень обидчивый, да, человек может запомнить, обозлиться и потом еще и вам какую-то каку сделать. Как-то вот обтекаемо, а лучше изначально вот сразу выстроить между вами и этим человеком барьеры, да, барьер дружбы, четко сказать, что мое сердце занято, что у меня есть любовь, да, даже если ее нет, все равно скажите, чтобы пресечь поползновение этого человека, чтобы этот человек вот сразу себе вот отметил, что вы не свободны, да, что ваше сердце не свободно. Здесь даже можно немножко и слукавить, да, в плане того, что там сказать, что вы, например, придерживаетесь какой-то нетрадиционной ориентации, да, чтобы себя обезопасить. Ну да, девочки, да, так иногда бывает. Все люди разные, каждому нужен свой подход. И бывают очень славные люди, да, но когда они, например, влюбляются, они становятся очень навязчивыми, капризными и еще и могут гадости делать. Вот идет человек вроде полезный, вроде и помощник, вроде и помогает, но в то же время может в вас влюбиться, и потом все, знаете, как обернется совершенно другой стороной монеты. Вот, чтобы вы для себя это понимали. Так, и еще какая-то черепашка у вас ползает. Черепашка. Это какой-то медленный человек, человек, который, может быть, вам что-то обещал, либо что-то вам должен. Да, наконец-таки вот он ползет, вы уже его видите, да, прям ползти будет очень долго. Либо собираться что-то сделать для вас, либо собираться что-то вам отдать. Это будет крайне долго, и даже придется этого человека подталкивать. Так, мои хорошие, вижу вас в центре. И вам еще такой совет дан по поводу весны. Во-первых, поменять свой гардероб, по возможности, конечно, разукрасить. У вас какой-то гардероб уж слишком, не знаю, тусклый, тухлый и бесцветный. Может быть, вы любите какие-то цвета не марки, может быть, вы, в силу обстоятельств, да, вынуждены одеваться в какие-то более практичные цвета. Хотя бы одну яркую вещь заведите, это очень важно. Важно для вашей энергетики, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы быть более уверенной в себе, чтобы привлекать к себе позитивные волны. Это первый момент. Второй момент. С волосами что-то надо сделать. Желательно как-то волосам свободу дать. Если вы постоянно плетете косы, либо завязываете тугие пучки, выбирайте хотя бы один раз в неделю, когда вы можете вот с распущенными волосами ходить. И не дома, а на улице. Это тоже очень важно. В волосах ваша сила. Да? Хотя бы один день в неделю вы должны вот ходить с распущенными волосами. Даже если волосы у вас не самые густые, не самые красивые, все равно постарайтесь, это важно. Так, еще я вижу, что много внимания будет в вашу сторону со стороны противоположного пола. Поскольку вы девушка, женщина очень скромная, и как-то вот вы странно относитесь к комплиментам. То ли вы их не умеете принимать, то ли вы вообще побаиваетесь, когда вас начинают комплиментить. Научитесь принимать эти комплименты с благодарностью. Вот вас мужчина откомплиментил, а вы ему вместо каких-то слов просто улыбнитесь, либо подмигните. Поймите, надо. Чем больше комплиментов вы принимаете, тем больше и сильнее разгоняется ваша женская энергетика. Это нужно. Так, и девочки, которые хотели что-то поменять в своей жизни, прям поменять кардинально, либо надеялись на какие-то кардинальные перемены, у вас именно на весну запланирован какой-то час X, когда ваша жизнь будет меняться достаточно серьезно. И здесь, такой, я вам скажу, переломный моментик образуется, неплохой.
у кого-то даже переломный момент, как трамплин в новый этап в жизни. Поэтому ничего бояться не надо, ничего отказываться не надо. С людьми нужно быть максимально деликатной, но при этом аккуратной. И больше думать о себе, чем о других. Вот такие вот советы. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.